Доброго времени суток. Мы работаем на выставке форуме России, где на стенде Республики Башкортостан тематические дни Министерства финансов нашего региона. И гость нашего интервью сегодня заместитель председателя правительства Республики Башкортостан, министр финансов Лира Иктисамова. Лира Зукуановна, здравствуйте. Добрый день, Дима. Ну, во-первых, я вас поздравляю с тем, что Дни Минфина Республики Башкортостан стартовали. Так интересно все проходит. По какой программе? Расскажите, пожалуйста. Программа предполагается очень насыщенная. Самый главный тезис – образование, повышение финансовой грамотности. То есть мы стараемся гостей увлечь различными активностями, чтобы повысить их внимание к изучению финансовой науки, чтобы появилась тяга получить новые знания, новые навыки и стать немножко финансово просвещенным, чтобы правильно вести себя на финансовом рынке, беречь свои деньги или правильно ими распоряжаться. Ну, все это в такой веселой, развлекательной форме для того, чтобы было интересно и взрослым, и детям, как я понимаю, да? Конечно, у нас эта активность есть и для взрослых, и для детей. Вот уже первые часы показали то, что большой интерес вызывает наше денежное дерево. Это не просто дерево с деньгами, как мы привыкли думать, да? Мы специально придумали такие как бы маленькие открыточки в виде изображений денежной купюры, на обороте которой можно написать свое заветное желание и привязать на это денежное дерево. И мы всем говорим, что оно обязательно сбудется. Конечно же, это финансовая лотерея, лотерея финансовых советов. Самое еще интересное то, что наши дети внутри стенда могут посмотреть все те интересные ролики, которые мы снимали по финансовой грамотности, но еще и пока не смотрят ролики, раскрасить копилку собственными руками и забрать ее домой. Очень интересное занятие. И еще маленькие наши посетители, ну и даже не только самые маленькие, но и взрослые, ставят рекорды по собиранию пазла в виде 5000-ной купюры. Да, на время все это происходит, очень интересно. Лира Зукуановна, поговорим о официальной, так называемой части, да, работы вашего ведомства. Федеральная коллегия также побывали и еще планируют побывать на стенде Республики Башкортостан. Вот здесь такой вопрос. Их появление – это такой своеобразный визит вежливости с учетом добрых, теплых отношений, либо действительно удается поработать и даже какие-то детали обсудить, будущие планы и так далее? Мы не так часто бываем в Москве, поэтому каждый свой визит стараемся использовать максимально, так скажем, свое рабочее время, пока ты находишься в столице нашей Родины. Тем более мы приглашаем не только посетить наш стенд, посвященный финансовой галактике, показать все наши достижения в области финансового просвещения нашим друзьям, коллегам, но и также, конечно, обсудить насущные вопросы, которые на сегодня находятся на повестке дня. Как многие знают, с 1 сентября прошлого года реализуется в России эксперимент по партнерскому финансированию, поэтому сегодня с руководителем Центрального главного управления Банка России Рустамом Хабировичем Мардановым, с депутатом Государственной Думы Сениным Владимировичем мы обсудим и с Гаскаром Айратрафичем, бывшим, кстати, министром финансов Республики Башкортостан, а теперь он в Промсвязьбанке работает, обсудим подходы к развитию партнерского финансирования и также жилищных строительных сбережений. Потому как в республике уже 10 лет реализуется проект по жилищным строительным сбережениям, хорошо себя зарекомендовал, и на основании нашего опыта уже внесен проект федерального закона в Государственную Думу о долгосрочных жилищных сбережениях, и, соответственно, мы должны тоже с экспертами такие вопросы обсуждать, чтобы правильно настраивать наше законодательство и развивать наши лучшие, так скажем, практики. Такая представительная делегация друзей Минфина Республики Башкортостан. Но это только часть, кто побывал на нашем стенде, это только часть, конечно же, это не только представители федеральных органов власти, но и наши коллеги по горизонтали, как мы говорим, из других субъектов Российской Федерации. Поэтому мы всех ждем всегда. Ну, Лира Зукуановна, я знаю, что вы не в первый раз уже на выставке форуме России. Так, если абстрагироваться от деятельности нашего стенда в эти дни, то как вам в целом все то, что вы увидели, насколько это необходимо нашей стране в наше время? С большой радостью, на самом деле, восприняли новость о том, что такая выставка
начинает свою работу. В прошлом году, колоссальные усилия всех субъектов Российской Федерации были вложены в организацию своих стендов. Самое главное, хотелось бы высоко оценить тот творческий подход, который был применен. Очень неожиданные стенды, неожиданные вещи здесь сделаны. И самое главное, то, что выставка, она действительно показывает достижения народного хозяйства, то есть полностью оправдывает свое название. И вот буквально на одной локации в рамках выставки ВДНХ можно увидеть всю нашу огромную страну, ознакомиться с культурой, с географией, с туристическим потенциалом, с промышленным потенциалом нашей великой страны. Все можем, как говорится, обойти за один день разные стенды и ознакомиться с культурой, с особенностями, обычаями субъектов. Да, действительно потрясающая выставка. Если не углубляться в основной деятельности регионального Минфина, любого Минфина, то мы можем отметить, что ваши коллеги большое внимание в своей деятельности, как вы уже сказали, уделяют финансовой грамотности. Вот как вы считаете, нам, я имею в виду Республики Башкортостан, чем гордиться в повышении финансовой грамотности населения? Безусловно. Финансовой грамотностью мы начали заниматься еще в 2008 году. Потому как так или в разные периоды в стране и в мире случаются различного рода экономические кризисы, поэтому мы должны наших людей максимально просвещать для того, чтобы уберечь, так скажем, их сбережения, накопления от каких-то рисков. Да? Плюс ко всему боремся с финансовым мошенничеством. К сожалению, очень много, так скажем, развелось подобных преступников, которые выманивают и вытягивают честно заработанные средства у наших граждан, как правило, пожилых граждан. И вот если мы в республике начинали несколько лет назад, создавая инновационную площадку с детскими садами, со школами, потом мы подтянули вузы, и теперь мы работаем с трудовыми коллективами. И чем гордиться? Тем, что, во-первых, существенно вырос процент населения, который свои знания, финансовые знания оценивает на среднем и высоком уровне. Таковых на сегодня у нас 68%, согласно проведенным исследованиям. И, конечно же, как мы этого добились и добиваемся тем, что у нас создана инфраструктура для финансового просвещения. Мы несколько лет назад сначала создали республиканский центр, который обучает учителей, воспитателей детских садов, учителей среднего профессионального образования. Почти 4000 педагогов мы уже обучили за эти годы. И создали наш республиканский методический центр, или, как мы называем, центр финансовых исследований, который уже на системной основе работает над финансовой грамотностью, выходя в трудовые коллективы. И самая интересная фишка прошлого года – это акции, которые проводятся по городам и районам Республики Башкортостан, диалоги о финансах. Вера Зыкуановна, вы вскользь упомянули тему финансового мошенничества. Я бы хотел, знаете, поговорить о телефонном мошенничестве. Если раньше проблема касалась в основном людей старшего поколения, то сейчас мы слышали истории, когда депутаты Государственной Думы попадались на крючок от мошенников. С этой ситуацией можно как-то бороться? Есть ли какие-либо финансовые инструменты, может быть, инструменты не финансовые, которые помогут населению не попасть в капкан мошенников? Если раньше финансовой грамотностью занимались в основном финансовые органы субъектов, то вот развитие вот этих вещей, отрицательных, негативных тенденций, привели к тому, что на сегодня над финансовым просвещением или борьбой, в том числе с финансовым мошенничеством, занимаются все заинтересованные органы, особенно и правоохранительные органы. Очень большая помощь оказывается по линии Министерства внутренних дел. Там стоят и специальные плакаты, и наши полицейские дежурят около банкоматов, пытаясь остановить людей, которых явно ведут по телефону эти мошенники, потому как мы все понимаем, что на сегодня проблема именно такой психологической неготовности возможно. И на другом конце провода находятся специально обученные, подготовленные люди, которые буквально не дают человеку отключиться и практически доводят его до того, чтобы он и кредит взял, и потом далее перечислить деньги, к сожалению.
сожалению. Вот, и поэтому мы перед собой ставим такую задачу, чтобы максимально рассказывать о таких вещах. Потому что кто проинформирован, тот вооружен. И самое главное, еще и пытаться на каких-то примерах, реальных историях доносить эту информацию. Это и ролики, и телевидение, и все на свете. Наш брат-журналист, в этом вам всячески будет помогать, Ирзыкхан. Но вот так получается, что только начинаем разговаривать, а время нашего общения выходит. Но я предлагаю вам подобные встречи повторить в столице Республики Башкортостан. А пока позвольте еще раз поздравить с Днями Минфина на потрясающей выставке в форуме России. Спасибо большое. Мы всех ждем на финансовой галактике. Спасибо вам огромное. Это была Эльвира Зыкуановна Иктисамова, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан, министр финансов. Всего вам доброго.